4 дня в Виннице продолжался международный литературный фестиваль «Интермеццо». Его посетили гости из 5 стран и более 50 участников. Отдельно крымская программа, а также кино и мероприятия для самых маленьких посетителей фестиваля. Детали в сюжете. И очень интересно и красиво получается, когда вы будете разукрашивать. Когда цвет будет разный. Если здесь цветочек красный, здесь он может быть зеленым. Не обязательно он должен быть симметричным. Такая традиция и такая специфика орнамента очень обязательна у крымских татар. Стол завален разноцветными карандашами и фломастерами. Малыши готовятся к рисованию. Сегодня мастер-класс по крымско-татарскому орнаменту. Наименьшие раскрашивают уже готовые эскизы. Художница Надежда на мероприятие привела маленьких внучек. Це мої дві онучки Єва і Юнона. Так, є хист до малювання, є. І в їхньої мами хист до малювання. Ми художники з чоловіком, але її не вчили малювати. Але вона бачила, як малюємо ми, як вишиває бабуся, перемальовувала узори, потім допомагала нам в нашій творчій праці. Богдан все, что услышал о крымско-татарских символах, передает на бумаге. К работе подошел творчески, дорисовал и свое. Я намалював золоту лілію, це символ молодості і красоти. А це волошка, вона символізує силу, вона сильна, вона така. Ви знаєте, в полі росте, її тяжко зірвати. Виноград, я його не дуже хорошо, так намалював. Він символ довголіття і сили. В моєму малюночку я об'єднав кримсько-татарські і українські узори. Алексей утром не позавтракал, поэтому думает о еде. В результате у мальчика не символический крымско-татарский орнамент, а сплошной салат. Помидор – это все морковка. Она вкусная, сладкая. И еще вкусная капуста. Очень сильно люблю. Брокколи. Не, брокколи не. Рисовали более часа, все рисунки понесли домой. После обеда уже лекции для взрослых. На фестивале рассказывали о Крымском ханстве. Обсудили и нынешнюю ситуацию на оккупированном Россией полуострове. Наталья Калинка, Асан Иминов, Заман, АТР.